Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селе Алмуси, селение Шохамбары, города Гиссар, сдал в эксплуатацию после реконструкции открытое акционерное общество «Санаторий Шохамбары». 2 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в сельском джамуате Алмуси в селении Шохамбари, Гиссара в торжественной обстановке после капитального ремонта и реконструкции сдал в эксплуатацию открытое акционерное общество «Санаторий Шохамбари». Главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что до начала строительных работ и капитального ремонта в санатории работало всего 60 человек, а теперь после реконструкции и сдачи в эксплуатацию здания открытого акционерного общества «Санаторий Шохамбари» появилась возможность для обеспечения постоянными рабочими местами и достойной заработной платой более 300 человек. В ходе строительных работ были привлечены и обеспечены достойной зарплатой более 1000 специалистов из числа местных жителей. Строительные работы и реконструкция в санатории Шохамбари начаты в декабре 2016 года. Главным подрядчиком является общество с ограниченной ответственностью «Оби-Хайот», а субподрядчиками – общество с ограниченной ответственностью «Бозори Ходжи Шариф» и «Дарё 2015». Лечебный корпус общей площадью 4336 квадратных метров состоит из 4 этажей. В здании одновременно могут разместиться для лечения и отдыха до 1000 человек. Посетителей обслуживают опытные и высококвалифицированные врачи. Для лечения и отдыха граждан доступны самое лучшее современное оборудование и приборы, а также благоприятные условия для оздоровления. В 5-этажном развлекательном здании построены 4 малых и средних конференц-зала. Общая площадь здания составляет 5762 квадратных метра. Основное здание санатория, состоящее из 5 этажей на 500 коек, полностью отремонтировано и реконструировано. В нем расположены столовая на 200 человек, конференц-зал на 300 человек, спортивные и оздоровительные залы. В главном корпусе повара готовят для посетителей национальные диетические блюда и блюда по запросу. Наряду с развлечениями и лечением в здании созданы благоприятные условия для проведения круглых столов, конференций, научных и культурных сессий на национальном и международных уровнях с использованием технологий, рекламных стендов, звукового и другого необходимого оборудования. Здание амфитеатра на 560 мест общей площадью 983 квадратных метра построено в современном стиле. В здании амфитеатра имеется возможность наряду с проведением культурно-развлекательных мероприятий также проводить творческие вечера, концертные программы и другие культурные и политические мероприятия. Также имеется возможность показа фильмов на большом экране. Для пациентов, местных и иностранных туристов и граждан рядом с амфитеатром построено 11 торговых точек, в которых будут продаваться лекарства, лечебные травы, подарки от ремесленников, такие как гончарные, швейные, предельные, столярные, ювелирные изделия и сувениры, а также товары народного потребления и прохладительные напитки. Эти торговые точки имеют современный дизайн и украшены прекрасными произведениями национального искусства. Национальное кафе-столовая на 140 мест построено на общей площади 475 квадратных метров. Наряду с тем, что здание украшено национальными узорами, оно также служит для представления традиций таджикского народа, особенно в сфере изготовления национальных блюд, так как граждан страны и зарубежных гостей обслуживают опытные повара и предлагают различные национальные блюда, изготовленные из лечебных трав и с учетом региональных особенностей Таджикистана. Санаторий Шохамбари является объектом, построенным в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, оснащенным современным медицинским оборудованием, где граждан будут обслуживать высококвалифицированные специалисты. Можно с уверенностью сказать, что для привлечения отечественных и зарубежных туристов особое значение будут иметь условия и богатая природа этого края. В секторе фитотерапии, наряду с использованием природных лечебных вод, также используются и другие возможности. При санатории создано подсобное хозяйство с фруктовыми деревьями на площади 60 гектаров, которые будут работать для обеспечения клиентов свежими фруктами.
Вертикальный колодец минеральной водой санатория глубиной 1546 метров отремонтирован. Минеральная вода этого колодца обладает лечебными свойствами и издавна используется для лечения пациентов, особенно органов пищеварения. Санаторий назван в честь минеральной воды. В исторических источниках есть много сведений о ее важности и известности. Построена новая линия питьевой воды от реки Чангоп на расстоянии более 10 километров до санатория, которая соответствует санитарно-гигиеническим нормам и берет начало из ледников и источников Гисарского хребта. Также проведены ремонт и реконструкция внешних и внутренних дорог санатория на площади 15 тысяч квадратных метров. Продолжаются работы по благоустройству окрестностей санатория на площади 9 гектаров. На протяжении более 700 метров построен селесбрасывающий канал и на протяжении 600 метров подпорные стены. Вымощенная плиткой площадь скверов и дорог вокруг корпусов санатория составляет 5000 квадратных метров, где посажено 40 тысяч декоративных, тенистых и фруктовых деревьев, более 1 миллиона цветов и кустарников. Следует отметить, что на территории санатория наряду с выращиванием местных деревьев и кустарников также выращиваются редкие тенистые деревья и кустарники, которые в ближайшем будущем сделают атмосферу санатория еще более приятной. Также на расстоянии 11 километров дорога от объезда Алмуси до входа в санаторий полностью заасфальтирована. По обеим сторонам дороги установлены фонари. Для повышения уровня услуг, предоставляемых клиентам, проложен транспортный маршрут из Гисара в Шохамбари и обратно для обслуживания населения. После ремонта дороги и создания нового маршрута жители 3 селений вокруг санатория смогут добираться до места назначения в короткие сроки, сэкономив и время, и деньги. Ранее жители Душанбе, Гисара и других регионов страны по причине отсутствия благоприятных условий для отдыха и лечения с затратой больших денег ездили в другие страны. Теперь санаторий облегчит проблемы и осуществит их мечты о здоровье тела и духа. Кроме того, создан туристический маршрут. В случае заказа можно обеспечить доставку граждан от места жительства или требуемого места до санатория. Граждан довезут на современном транспорте опытные водители, а цены вполне доступны. В каждом номере установлена линия высокоскоростного интернета, чтобы обеспечить клиентов хорошей телефонной связью и доступом в интернет. После ознакомления с условиями отдыха и лечения в санатории Шохамбари президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку начинанию предпринимателей по благоустройству своего края, созданию новых рабочих мест, развитию сферы туризма, в том числе медицинского, представлению народных ремесел, традиций и национальных блюд, и призвал их к качественному обслуживанию посетителей. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подписал закон Республики Таджикистан об амнистии граждан Республики Таджикистан в связи с легализацией имущества и средств. Закон принят с целью создания благоприятных условий для привлечения капиталовложений граждан в экономику, обеспечения прозрачности, возврата активов и средств граждан Республики Таджикистан в национальную экономику и активизации инвестиций для развития предпринимательства. Граждане Республики Таджикистан, легализующие свое имущество и средства в соответствии с принятым законом, освобождаются от уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за те нарушения, которые связаны с имуществом и средствами. Закон также предоставляет им налоговые льготы и государственные гарантии. Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан в связи со вспышкой новой волны коронавируса во многих странах региона и мира обращаются к гражданам страны с просьбой: строго соблюдайте правила личной и общественной гигиены и социальную дистанцию, а также обязательно использовать защитные маски в транспорте и общественных местах. Гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана после зарубежной поездки, рекомендуется пройти тест на коронавирус и вне зависимости от того, положительный он либо отрицательный, в течение 10 суток без контакта с родственниками находиться в отдельной комнате с соблюдением правил медицинской безопасности. Также в эти дни из-за высокого риска распространения инфекции коронавируса призываем граждан страны проводить всевозможные массовые мероприятия, торжества, мероприятия с участием ограниченных
ограниченного количества людей. Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан, вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан страны старше 18 лет. Лица, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны обратиться к семейным врачам либо в медицинские учреждения по месту жительства. Вакцинация гражданам страны проводится абсолютно бесплатно. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.